Туриста мы принимаем. Тот турист, который приезжает сегодня за 300 рублей, я вас уверяю, он ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды, то, что дают там в отеле, но на улице он ничего не купит. Они приезжают, покупают дошираки, извините меня, да, но мы хотим, чтобы они купили там сувениров, нашу сельскохозяйственную продукцию и так далее. То есть нам такой турист, я считаю, не нужен. Ну вы все видели этот ролик. И вот скажите мне, пожалуйста, человек, который работает в Министерстве туризма, да, он государственный чиновник, он же должен отдавать себе отчет в том, что он говорит. Его снимает видеокамера, его смотрит много людей. То есть должно быть прогнозирование ситуации, во что выльются, в какую реакцию его слова. Каждые слова нужно подбирать, когда ты что-то пытаешься донести, чтобы потом тебе же самому не получить. Ну ладно, ты сам получил. Так твоя страна и твои люди, да, твой народ, твоего государства могут получить за твои слова обратную реакцию от граждан другого государства, от граждан Российской Федерации. Я зачитаю немножко статистики. Погранслужба ФСБ России. В 2024 году Абхазия стала вторым среди самых популярных направлений въезда россиян со всеми целями. Республику посетили 5,81 миллиона россиян, почти 6 миллионов. Что немногим меньше, чем Турцию. 6,2 миллиона россиян посетили Турцию. Вы прикиньте. Просто вот меня тоже удивляют иногда наши люди, которые знают, что делает Турция. Да, Турция в глаза одно, а за глаза другое. И наши все равно едут. Да мне нахер Турция не нужна. Я могу туда хоть 3 раза, ездить в месяц. Мне не надо Турция. Я лучше во Вьетнам съезжу. Вьетнам отлично к нам относится, ни разу не подставлял. Ни на что не намекаю. Намекаю только на одно. Вот такие чиновники должны получить заслуженное наказание. Кстати, у нас член комитета Госдумы по туризму задался вопросом, я даже сейчас скажу, как его зовут, Алексей Володсков. Он заявил, что на месте руководства республики уволил бы чиновницу. И напомнил, что львиная доля всех экономических успехов Абхазии связана только с российскими туристами. Что думаете по этому поводу? Давайте обсудим.